Буря эмоций и борьба до последних секунд каждого матча, заброшенные шайбы и яркие столкновения. В Инте прошли республиканские соревнования по хоккею «Кубок Приполярья» в зачет спартакиады «Старшее поколение» в рамках национального проекта развития физической культуры и спорта. Этот турнир стал настоящим праздником для любителей хоккея и является одним из самых представительных и авторитетных соревнований среди ветеранских команд КОМИ, которые ежегодно демонстрируют не только отличную технику и мастерство, но и сплоченность и поддержку друг друга на льду. В Инту приезжаю при первой возможности. Здесь еще мама, отец находятся. Ну и так всегда заезжаю на турниры. И ездим в другие города, за Инту играем. Вот в Вологде были недавно, с 4 по 6 апреля. Всегда с радостью, что здесь все друзья, всегда приятно приезжать, хорошая атмосфера. Кубок Приполярья тоже традиция, он уже много лет идет подряд. И многие команды рассматривают его как этап подготовки к Сочи. Вот. Также раньше интинской командой мы всегда ездили. Как бы хороший турнир, хорошая организация. Своей командой приехали Ухта-Нефтегаз, который выступаем в городе Ухта, на чемпионате города. Боевой состав, приехали только за победой, понятное дело. Ну а турнир значимый, всегда на него очень рады приезжать на интинском льду, покататься с ребятами, со всеми увидеться. Конечно, очень значимый. Участники соревнований выкладывались на полную, показывая, что возраст – это не помеха для любви к хоккею. В этом году в турнире регионального уровня приняли участие 4 ледовые дружины. Приехали спортсмены из Сыктывкара, Усинска и Ухты. Инту представлял хоккейный клуб «20 век». Состав команды у нас разнообразный. Представители и муниципальных учреждений, и правоохранительных органов, и коммерческих организаций, и нефтяной и газовой промышленности. То есть, в общем, полный спектр специальностей. Люди любят хоккей, занимаются, кто профессионально занимался, кто недавно стал, относительно недавно, кто в молодости занимался спортом. Хоккей – это спорт коллективный, игровой, получение эмоций на играх, на тренировках дает позитивный заряд на работу и вообще на отношение к жизни. Здесь также показывается сплоченность, коллективизм, это чувство локтя, это очень хорошо. Соревнования проходили 2 дня в корте имени Виктора Жлухтова спортивной школы «Интинская». Первыми на лед вышли хозяева льда, хоккейный клуб «20 век» в белой форме и спортсмены из Ухты, команда «Ухта-Нефтегаз» в синей. Я думаю, этот турнир вообще приехали все равные соперники, хорошие. Инта всегда славилась своей игрой, сильная команда. Как-то мы знаем ребят всех. Сыктывкар приехал, хорошие ребята тоже там добавились. Я думаю, что будет интересный хоккей.
Сразу же с первых минут развернулась бескомпромиссная борьба настоящих мужчин. Спортсмены обеих команд прикладывали неимоверные усилия, чтобы поразить ворота соперников. Матч получился напряженным. Всегда готовы играть, и как бы отдельно-то, конечно, не готовились, но в городе играем своей командой, готовимся, конечно. В городе у себя играем в Ухте, ночная лига у нас проходит еще, мы, в принципе, тоже много игроков с этой команды. Обычно приезжаем сюда, подготовка к Сочи, к ночной лиге, но в этом году немножко нас не взяли, и все равно рады здесь поиграть. Тренирую команду-то я уже 2005 года, поэтому уже 20 лет. Многие менялись, многие приходили, уходили. Эта команда, правда, не в полном составе, заняла первое место в городе Ухта среди ветеранов. Но состав ослаблен, честно скажу. Соперники, сейчас я вот смотрю, Инта, в прошлом году хороший турнир был. Все команды ровные, и Гера, Усинск, и Сыктывкар очень приличный, и Картировский район. В общем, мы приехали поиграть с равными соперниками. Пожелаем удачи нам и всем остальным. Хозяева льда решили долго не раскачиваться. Счет был открыт уже через несколько минут. Первую шайбу в ворота ухтинцев забросил игрок под номером 48 20 века Дмитрий Танаков. Следом забил гол интинец Александр Миронов. Приезжим спортсменам не удалось пробить ворота соперников. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу хозяев льда. Вторую 20-минутку хоккеисты сыграли в ничью. Счет остался неизменным. Конечно, чтобы показывать какой-то результат, необходимы тренировки. Тренируемся данным составом 3 раза в неделю, вечернее время, после работы, конечно. Турнир этот у нас заключительный в сезоне, поэтому он накладывает определенный отпечаток, то есть как вообще команда прошла сезон, как она готова, как она тренировалась. Турнир чем и хорош, то что приезжают сильнейшие команды 40+ возрастной категории. Это в республике один-единственный турнир в этой категории, который проводится на таком уровне высоком. Тем более приезжают все самые сильные команды, которые есть в республике. То есть призовые места в этом турнире показывают уровень хоккея в каком-то регионе, муниципалитете. Для интинцев и всех приезжих спортсменов республиканский турнир между командами ветеранов стал одним из главных зимних видов спортивной жизни Инты и собрал самых преданных болельщиков. По словам хоккеистов, поддержка зрителей на трибунах для них очень важна. Конечно, важно, когда мы слышим слова поддержки, хорошие иногда, если за ошибки ругают, но это все, конечно, мы на это реагируем и хотим, конечно, доставлять нашим зрителям только положительные эмоции. У нас, мы знаем зрителей, которые уже давно являются
являются болельщиками хоккея, они постоянно интересуются, когда турниры. Но, к сожалению, у нас до этого года мало турниров было. А в этом году вот Кубок Мартынова появился, опять же в этой возрастной категории. То есть, и опять же он проходит в Инте. То есть у нас такие турниры, которые приезжают сильнейшие команды. Это очень большой показатель и для города, и для хоккея в республике. Инта – это мой родной город, я здесь родился и начал играть в хоккей. И даже тренировал здесь ребят. Поэтому хочется приехать и поиграть. А то, что ребят профессии у нас тут, начиная от адвоката и кончая хирургом в поликлинике нашей. Есть врачи в горбольнице, ну а остальные есть бизнесмены, есть простые работяги, операторы Лукойла там, и так далее. И так далее. Поэтому есть замначальника Ухта-Нефтегаза, играет 87-й номер, Денис Суворов, замначальника Ухта-Нефтегаза этой команды. Все любители, с детства, я с 7 лет занимаюсь, очень нравится, конечно, этот вид спорта. Еще всегда играли на открытых площадках в Ухте у нас, дворец совсем недавно построился. Многие спортсмены хорошо знакомы друг с другом и часто встречаются на соревнованиях в разных городах. Но на льду хоккеисты соперники, поэтому периодически играли, нарушая правила. Естественно, это приводило к тому, что спортсмены оказывались на скамейке штрафников. Ухтинцы старались не уступать в скорости и пытались перехватить игровую инициативу, но 20 век самоотверженно защищал свои ворота. Увлекаясь атакующими действиями, Ухта-Нефтегаз зачастую оголял тылы. Хозяева льда этим пользовались. В третьем периоде интинцы смогли забить еще один гол. Шайбу забросил игрок под номером 18 Максим Царьков.
Ветераны летали по льду со скоростью ветра, периодически некоторых заносило в бортики. К счастью, серьезных травм никто из хоккеистов не получил. Ухтинцам не удалось избежать сухого поражения. Хозяева площадки действовали энергично и сумели забросить в ворота соперников 3 безответных шайбы. Любая первая игра в турнире оставляет отпечаток ответственности. Как говорится, начнешь, так и турнир и пройдет. Но первая игра с командой Ухтой – это традиционный наш сильный соперник. Настраивались, конечно, на победу. Ну, везение, немножко везения нам улыбнулось в этот день. Мы победили. Команда Ухты, конечно, с поезда приехала. Тоже им отдать должное. Но, думаю, вкатятся и покажут хороший хоккей. Хотя сегодня у нас отличился Ваня Козлов, вратарь. Просто сыграл великолепно. Ну и, конечно, у нас оборона. Забили, ну, нападение это тоже, конечно, отличилось, но главное, мы на 0 сыграли, это показатель большой. Турнир скоротечный, следующая игра у нас уже вечером сегодня. Тоже команда Гера, она играет на ночную лигу, состав сыгранный. Придется тоже приложить усилия. Надеемся, стартовали мы хорошо в этом турнире. Думаю, продолжим и надеемся на призовое место. Потому что в прошлом году мы, к сожалению, последние годы даже выступаем не очень. В призерах, конечно, но на первое место нам тяжело претендовать. Соперники очень сильные. В этом году и Сыктывкар приехал 3 пятерками, полным составом, которым играет на 40+ на ночную лигу. Очень серьезная команда. И хорошо то, что мы так стартовали с 2 очков. Это очень хорошо. Следующими на лед вышли приезжие хоккеисты из Сыктывкара в зеленой форме и Усинска в белой. Силы оказались равными. Техничность, слаженность, мастерство, сила духа – все это влияло на исход матча и делало его завораживающим. Спортсмены выкладывались полностью и показывали отличную игру. Зрители и болельщики как могли поддерживали хоккеистов. Мы пришли поболеть за команду Сыктывкар. Мы занимаемся сами хоккеем 8 лет. Мы играем в команде «Барсята». Мы хотим тоже стать такими хоккеистами, как они, и получать удовольствие. А чем нравится хоккей? Хоккей нравится
всем, потому что меня один раз позвали на хоккей, мне понравилось, я уже занимаюсь 8 лет. Очень нравится, хороший вид спорта. Напряженный матч между Северной Олимпией из Сыктывкара и Герой из Усинска завершился победой Геры. По итогам 3 периодов счет составил 1-0. За 2 дня на Интинском льду было сыграно 6 матчей. Ветераны-хоккеисты показали высокий уровень мастерства и порадовали любителей этого вида спорта захватывающими и динамичными играми. Хоккеисты и зрители с удовольствием провели выходные дни. В составы всех команд входят сильные хоккеисты. Практически все мужчины занимаются этим видом спорта с раннего детства. Люди разных профессий – предприниматели, госслужащие, учителя, водители, газовики и нефтяники уже не представляют свою жизнь без хоккея. Они находят свободное от работы время для регулярных тренировок и участия в соревнованиях. Мы вообще все вот эти команды в основном участвуют, основной у нас турнир это происходит, начиная хоккейная лига 40+. То есть мы в основном все там и встречаемся, мы весь сезон играем. Ну, конечно, тренируемся, каждый в своем городе, каждый на своем льду. Есть тренера, есть, скажем так, игроки.
пытаемся все-таки держать форму. Ну, я говорю еще раз, это турнир закрывающий сезон. И как бы к нему мы уже приходим таким немного усталые, немного уже с багажом опыта. И как бы нам интересно поучаствовать всегда в нем, потому что он, как бы, я говорю, любой турнир это соревнование, а как бы любой спортсмен соревнования любит. И для чего заниматься спортом, если не участвовать в соревнованиях? Серьезная борьба на льду развернулась между хоккеистами Ухта-Нефтегаза и Геры из Усинска. Обе команды постоянно участвуют в данных соревнованиях. Спортсмены ежегодно приезжают в Инту, чтобы сразиться за Кубок Приполярья. Вообще команда Гера, она создана компанией Гера, я директор компании Гера, одновременно игрок, капитан, администратор, организатор, руководитель. Но вообще компания Гера существует 25 лет, она в городе Усинске. В данном случае команду Геру мы организовали 5 лет назад, благодаря усилиям игроков. Вообще команда основана в Усинске, но вот частенько у нас мы приглашаем игроков из города Печоры, потому что в Усинске не так много людей нашего возраста, которые хотят играть и умеют играть. А приглашаем, вот в данном случае у нас сборная Солянка, и у нас и из Печоры, и из Ухты организовались, приехали. Команда, как и этот турнир, именно игроков старше 40 лет, так что вот мы все уже возрастные, но любим хоккей, тяга к хоккею нам как бы дает стимула играть, организовываться, приезжать. В этом турнире мы играем уже не один год, в принципе, вот 5 лет, как организовали команду, каждый год приезжаем по приглашению. Любим город Инту, любим сюда приезжать, доброжелательная атмосфера, всегда организаторы очень дружелюбно относятся, всегда хорошая организация, встречают, провожают, в общем, все на высоте. И, как всегда, этот турнир у нас закрывает сезон, так что из этого мы очень любим встречаться с другими командами. Мы уже все друг друга знаем, уже не первый год участвуем в соревнованиях различного рода. Все уже как друзья, как братья, относимся, такая дружелюбная атмосфера, что на льду, что вне площадки. Так что этот турнир нас просто всегда эмоционально заводит, и всегда он происходит уже весной, уже весеннее настроение. В общем, мы Инту любим. Гере не повезло, удача улыбнулась ухтинцам. Хоккеисты из Усинска смогли забросить в ворота соперников только одну шайбу, при этом пропустили 7. Ухта-Нефтегаз уверенно вошел в тройку призеров турнира.
В этом сезоне Гере не удалось занять призовое место в республиканском турнире. Команда провела 3 матча, 2 из них проиграла. Не получилось именно замыкать, то есть забивать шайбы. Игра вроде в целом неплохо складывалась. Немножко, конечно, может, усталость складывалась. Вчера мы играли 2 игры подряд. Это как бы дало свой отпечаток. Тяжело. Все-таки уже возраст не молодой. Восстанавливаемся тяжело. Это как бы сыграл. Команда соперника сыгранная. А я еще раз говорю, мы приехали с разных городов. Многие друг друга видят сегодня, вчера бы увидели первый раз. Из-за этого, может, это сыграло свою роль, как бы. Так, как бы в целом, турнир, он и есть турнир, выявляет сильнейших. Заключительный матч сыграли команды «Северная Олимпия» из Сыктывкара и «20 век» из Инты. За призовое место в турнирной таблице на льду хоккейного корта развернулась упорная борьба. Первый период приезжие хоккеисты начали с нападения. Счет открыл игрок под номером 72 Юрий Керн. Известный в республике ветеран-хоккеист, кстати, бывший интинец. Мужчина занимается этим видом спорта с 6 лет. Все время играл за Инту. В 2017 году он переехал в Сыктывкар. Я как бы во всех командах себя комфортно ощущаю, потому что я не только за команды Республики Коми играю, но и в другие команды России. Конечно, против друзей соперников играть немножко, на льду друзей нет. Вторую шайбу в ворота интинцев забросил хоккеист под номером 91 Костарев Сергей. Северная Олимпия решила отыграться за предыдущие матчи. В первый соревновательный день Сыктывкар проиграл Ухте и забил всего 1 гол Усинску. У нас команда не самый сильный состав, конечно, собралась, но мы боремся, будем пытаться выиграть сегодня. Соперники все хорошие, Инта хорошую команду собрала, Ухта традиционно у них сильный. Усинск тоже у них просто мало народу, не хватает. Молодцы, тоже вчера побили с нами. К концу первого периода капитан хоккейного клуба «20 век» Петр Кученко забил гол Северной Олимпии. На перерыв спортсмены ушли со счетом 2-1 в пользу Сыктывкара.
Северная Олимпия продолжала атаковать. Во втором периоде интинцы не защитили ворота и пропустили еще 2 шайбы, которые забросили игроки из Сыктывкара Олег Винокуров и Сергей Костарев. К концу матча Олег Винокуров из Северной Олимпии забил еще 1 гол, но интинцы не сдавались. Хоккеисты 20 века понимали и то, что за счет успешно сыгранных предыдущих матчей они на 100% призеры. За время турнира местные спортсмены смогли забросить наибольшее количество шайб и стать главными претендентами на победу. В третьем периоде интинский хоккеист Дмитрий Танаков забросил шайбу в ворота Северной Олимпии, но переломить ход игры уже не оставалось времени. Счет составил 5-2 в пользу Сыктывкара.
По итогам игр республиканских соревнований по хоккею в зачет спартакиады «Старшее поколение» главный приз Кубок Приполярья завоевал хоккейный клуб «20 век». Почетное второе место занял Ухта-Нефтегаз из Ухты. Бронза досталась Северной Олимпии из Сыктывкара. Турнир достаточно легко начался для нашей команды. Легко в плане того, что мы выиграли 2 игры, достаточно с хорошим результатом. Настрой был боевой, команда слажена, подготовлена. Дальше пошли немножко накладочки. Игра в финале, так скажем, назовем его финалом, да, для определения первого места. Достаточно тяжелая сложилась, потому как соперник тоже был настроен на борьбу. Немножко недооценили Сыктывкар. Сыктывкар достаточно подготовленная команда, у них есть свой внутренний чемпионат в городе Сыктывкаре. Они постоянно на льду, мы выезжаем очень мало, достаточно так, все время варимся в своем соку, играем мало на выездах. Поэтому нам сложно было в этом плане здесь побороться с соперником. Но я очень благодарен своей команде. Они достаточно хорошо отыграли, функционально были готовы к этой встрече. Ну, в итоге первое место все равно за нами. Кубок Приполярья возвратился в НТУ. Все призеры получили заслуженные награды, медали, кубки и дипломы, которые вручил хоккеистам Максим Балин, исполняющий обязанности первого заместителя руководителя администрации ИНТы. Также были отмечены победители в различных номинациях. Лучшими игроками республиканских соревнований признаны вратарь Иван Козлов, город Инта, нападающий Андрей Бариханов, город Сыктывкар, защитник Дмитрий Танаков, город Инта и лучший игрок Игорь Криворучко, город Ухта.